Мы родились в этом крае, вся наша жизнь. Век живем и будем жить, век по коми будем говорить. Наша песня Коми, песня Леся, над родной республикой Коми извейся. Облети все села и города, чтобы по Коми говорили всегда. Коми муин, чужим бедмин, чужан муин, челядь бы ты. Век натами, олам была, ним хоть пырочком менчила. Юрге тами Коми чилан кывяс, чорні тени Комієн зон язданивяс. А чим Коми редбаш Коми є зестир, Коми чужан кивіо пир. Коми муин, милый аньяс, меча, сарапан яс. Чужан муин, меча бур, шуан вылак кыпэдэмэн юр. Юрге тами Коми чилан кывяс, чорні тени Комієн зон язданивяс. А чим Коми редбаш Коми є зестир, Коми чужан кивіо пир. Привет всем, друзья! Сегодня я пришел, такой сабантуйчик небольшой у нас. Ну, праздник в деревне, праздник косарей. Пришел пораньше, пока он не начался, все еще приготовления такие идут. То, что пришли с других районов, с других сел, вернее. Вон сцена подготавливается. Дальше там шатры такие. Каждому, наверное, где-то что-то будет, угощения там всякие, шашлыки, машлыки, выпечки. Вот какие. Сделали такие фигурки, украсили это поле. Тюки с сеном разукрасили. Смотрите, какие красивенькие стали. Это все местные активисты. Вот так. Сейчас посмотрим еще. Поездим, посмотрим, что и как. Народ прибывает потихоньку. И через час уже здесь начнется активное соревнование, как говорится. Вот такая табличка висит у нас. А здесь вот для косарей приготовили такие дорожки. Вот это сено оставили, и вот колья такие стоят. Это значит, разделили вот. Нитка прям плохо видно. Ну вот, как бы разделили на участки, как бы дорожки для участников. Вот это сено, я вам скажу, трава, она уже такая тяжелая трава будет для этих косарей. Это не ранняя трава, уже немножко и полегшая. Тяжело будет. Так, сейчас съездим снова в ту сторону. Просто здесь еще не все сделано. Сейчас будет сначала официальная часть, по-моему. Здорово. Привет всем скажи. Здравствуйте все, а мы работаем. Все гуляют, мы работаем. Бери. Уху варил? Да, вон там варится. А, варится, да? Ну, сегодня я вон на этой работаю. А, сегодня старший водитель, да? Так что, да. А, ну хорошо.
Приходил Ваня, Иван. Хороший человек. Так, здравствуйте. Шапка, ты молодец, не бема. Кодлиш, молодец, Та кодлиш. мы Лидия Михайловна, але закажете. А. Хотя важно закажете, да того только слим обычный я. Да. Yemin olsun. İnternet işe cildavaymış hemen uç. Çumur talava da uça. Да, чешу не быть, чему это? Lod yürü aslan yürü pronları видит. Да, обязательно. Да. Да. Alexey çalam. Не башли. Сейчас машинок-то не бачишь там. Так. Сейчас заедем сюда, дворик, так сказать. И поснимаем, что у нас тут есть. Немножко вот такой дворик. Вот здесь. Так. Вот здесь лодка такая. Смотрите, какая лодка, да? Вот у нас обычно так делают лодки. С двумя концами. Это обычно, эта лодка используется на сенокосах, на маленьких речках. Вот такая лодка. Не знаю, там видно или нет, конечно. Поближе можно подъехать. Вот такая лодочка. Такой уголок сделали, такой живой уголок. Утварь сенокосная, еще такое здесь. Такие маленькие домики импровизированные. Сейчас немножко поездим. Вот тут грабли. Сейчас не знаю, видно или нет. Вот тут грабли такие лежат. Дальше вон коса горбушек. Ну, я, к сожалению, не смогу взять, конечно. Она закутанная еще. Чугуночки там. Такой дворик местных организаторов. Здравствуйте. И здесь вот такие лавочки продают. Здравствуйте, 600 на 700 долларов. Такие продажи. 800, 800 и 700. Девочки, сур даю, сок даю. Ой, почти. Аня, вот здесь я говорю, Тут даже, друзья, зарубежная делегация прибыла. Студенты из зарубежных стран. Вот такие. Все в белых футболках. Я не знаю, откуда они. Родом, конечно. Знают ли русский язык, но... Так. Trimmer jasen loktamash, чуть же вен лачасный сен.
Vermiş yazıldığına kojin, viç mastalın, şomay bır. Gaja нюмсин манес ворсе, каштыны кутасныдыр. Добрый день, дорогие гости и участники 5-го районного турнира косарей «Звени коса 2023». Приветствую всех вас на нашей гостеприимной Нившевской земле. Турнир собрал участников нашего района, а также гостей с Республики Коми. Как говорится, без косы сена не накосишь. А сено в стогу – сытая зимовка скоту. Приглашаем всех участников турнира, которые будут сегодня соревноваться в косьбе, выстроиться около сцены полукругом. Итак, давайте познакомимся. В номинации «Коса Горбуша» принимают участие среди мужчин Габов Александр Иванович, Михайлов Иван Александрович, Попов Александр Иванович, Жижев Петр Иванович, Чупров Константин Егорович, Чугаев Егор Михайлович. Среди женщин Федорова Анна Петровна, Виноградова Надежда Михайловна, Хайрединова Ольга Николаевна. В номинации «Литовка» у нас один участник, и это Изюров Александр Юрьевич. В номинации «Триммер» среди мужчин Габов Александр Иванович, Попов Егор Михайлович. Среди женщин Гонки Диана Эдуардовна и Габова Виктория Владимировна. В номинации «Командная косьба» одна команда — Чупров Константин Егорович и Хайрединова Ольга Николаевна. Так слышно, да? Бурлун Дона Йортест. Добрый день, уважаемые жители Нившеры, Картировского района и гости, которые сегодня собрались вот на этой поляне, в этом красивом месте, чтобы порадоваться. Это праздник для нас, посостязаться. Погода этому способствует. Вот мы вспоминали за 5 лет, это один из, наверное, вот идеальная погода. И ветерок обдувает, вот чтобы мошки не было. Ну и сухая солнечная погода. Организаторы постарались. Здесь есть чем заняться на любой вкус. Есть и рекреационные зоны отдыха, гостеприимство в виде различных угощений. Вот, услуги тут можно разные получить. Поэтому я всем желаю, кто здесь будет находиться, пока у нас не закончится наше состязание, провести приятное время, максимально для себя полезно, с удовольствием, с радостью, уехать отсюда, зарядившись самыми добрыми, позитивными эмоциями. В общем-то, как это всегда и бывает. Значит, нашим участникам хочу всем пожелать победы. Понятно, что победа, она не может быть, там, у каждого, да. Будет все равно и первое место, и второе место. Но чтобы каждый для себя, может быть, внутри что-то там преодолел, чего-то достиг, тоже, чтобы это была для него его собственная победа. Но мы дружно же поддержим, конечно же, сильнейшего. И еще, наверное, уже заканчивая, хочу сказать спасибо
руководителям и сельского поселения, и ООО «Нившера» предприятия, которые принимали непосредственно участие в организации этого нашего сегодняшнего мероприятия. И еще раз всем желаю хорошего настроения, отличного праздника, чтобы все получилось, кто что хотел. Спасибо вам. Слово для приветствия предоставляется Розановой Ирине Юрьевне, представителю агропромышленного комплекса при Министерстве сельского хозяйства и потребительского рынка Республики Коми. Приветствую всех участников и гостей 5-го открытого турнира косарей «Звени коса». Рада отметить, что турнир в этом году у нас включен в перечень республиканских мероприятий. Поэтому от имени министерства я всем желаю успехов и удачи в сегодняшних соревнованиях и желаю, чтобы победил лучший из лучших. Слово предоставляется организатору, вдохновителю турнира косарей, руководителю общества с ограниченной ответственностью Нившера Ларуковой Татьяне Васильевне. Всем добрый день! Я приветствую на нашей Нившерской земле всех гостей. В первую очередь участников этого конкурса. Всех приветствую. И хочу сказать, что эта идея проводить такой конкурс у нас пришла давно. Мы с Лидией Михайловной, она была в Совете ветеранов, думали, какой бы праздник устроить в Нившере. Дети нашего поколения, мы все помним свое детство, и самые хорошие впечатления – это сенокос. Это все, наверное, помнят. Нившера у нас очень большое село. В семьях было всегда много детей. 5, 7, 10. Всей семьей, с коровой, с малышами уезжали на этот сенокос. На месяц, если погода была плохая, даже дети опаздывали на 1 сентября в школу. Поэтому вот этот праздник как-то получился у нас конкурс косарей. Чтобы вспомнить свое детство, чтобы передавать эту традицию из поколения в поколение. Мы передаем это своим детям, дети пусть передают нашим внукам. Еще хочу сказать, что с первого раза у нас этот конкурс получился районным. Сегодня сказали, что он республиканский. Но, смотря на наш состав, то, что приехали студенты, иностранцы, это получается уже международный конкурс. Желаю всем успехов нашим конкурсантам. Спасибо нашим артистам. Спасибо организаторам, которые помогали организовывать эту площадку красивую, чтобы все уехали отсюда с хорошим настроением, с позитивом. Спасибо всем. Поздравлением к вам, уважаемые косари, гости, обращается глава сельского поселения Нившера из Юрова Нина Степановна. Добрый день, уважаемые гости, уважаемые односельчане. Я рада приветствовать вас в селе Нившера. Нившера – это Коми, самобытное село со своими традициями, обычаями, культурой, историей. И мы всех хотим, чтобы молодое поколение знало свою историю и передавало ее из поколения в поколение. Какой же трудолюбивый народ живет у нас в Нившере? Старшее поколение Нившеры хорошо помнит это время. Это было трудное, но замечательная пора. Все трудились. И подростки, и дети. Все работали наравне со взрослыми. Всем удачи. Всем спасибо, что приехали в нашу глубинку. И сегодня, пользуясь случаем, я хочу вызвать на эту сцену Михайлова Василия Александровича. Вы, наверное, все заметили, что у нас красивый храм на Арайской горе. Это его подарок нашей малой родине. Василий Александрович, пожалуйста, к нам. Василий Александрович, спасибо вам большое от всех жителей. Всех благ, крепкого здоровья, счастья. И еще
низкий поклон вам. Мы вас ценим, любим и желаем только добра. И примите наш коми Козлин. И я кабельную сеть сделал. Толково, разумно, полезно, очень хорошо, быстро. Естественно, собрал денежку много. И в Риге тоже храм Георгия, великомученик Победоносца, храм в Саласпилсе я сделал. И, естественно, собрал для коми народа, для села нашего родного места. Это тоже думал, я так подумал, надо сделать действительно храм. А там же был у нас храм Василия Великого, а мы его, около клуба. Это батюшка пришел, сказал, повыше, вот так надо сделать, говорит, вот так. Я человек послушный, что скажут толковые академики, все я слушаю, как должно быть. Вот ситуация, слава Богу, что Нившера, видишь, меня воспитала. Слава Богу, будем надеяться, все хорошо должно быть. Да, все. Культура спасет мир. Спасибо большое. Ну что, я вот подошел к друзьям, заграничным друзьям, так сказать. Вот я немножко спрашиваю, прости, как вас зовут? Мухаммед. Мухаммед. Да. И вот друзья Мухаммеда. Тауфик. Хамди. Ихат. Исам. Юсеф. Махмуд. Я так понял, поспрашивал, вы из Египта, да? Да, из Египта. Из Египта. Вот. Вы учитесь в Тукаре, так? Да, учиться в СГУ. Медицина, да. А какой факультет? Медицина. Медицина. Да. Вы будущие врачи, да? Врачи, да, конечно. А вот как вы нашли вот такое мероприятие вот здесь? Да, конечно, здесь очень нравится город, потому что люди здесь, они очень лучшие люди здесь. Мы все здесь, мы думали, мы в Египте, но не в России. А как вам погода в Египте жарко? Да, конечно, в Египте погода очень жарко, но здесь очень холодная, но в летом здесь погода очень хорошая, очень нравится год. Да? А вот, например, по Коми, куда, в какие регионы? Вот сейчас приехали аж 200 километров от Сыктывкара. Да. А еще куда-то ездите, вот, например, в другие районы? Другие, например, вот рядом с Сыктывкаром есть место отдыха Еляты, да? Ага, да. Не ездили никуда? Мы были в Еляты, мы были в Большелуге, мы были в Рибе, в этнопарке. Этнопарке, да? Мы ездили очень во многие регионы. То есть мы посетили 20 муниципалитетов Республики Коми. 20 муниципалитетов. Мне как-то и радостно, что вот такая глушь, Нившера, все-таки это... Он рад, что вы приехали. Да. Он выражает вам благодарность. Очень приятно. Очень приятно. С Египта даже знают про нас маленький праздник. Это же очень приятно. Очень И приятно. выступать будут еще. Сейчас еще выступать. Хорошо. Выступать будете? Да. Да, еще танцевать будут. Спасибо вам большое. Спасибо вам большое. Немножко поделились вашими впечатлениями, так сказать, и я очень рад. Хорошо, спасибо вам большое. Я как увидел вашу делегацию, как заходите, прям как будто второе дыхание для праздника. Вот, посмотрите, ребята, вот это график. Можно минутку фотографировать? Видите как? Фоткай меня! Сейчас немножко поснимаем. А правда, ракурс у меня неудобный снимать. Немножко. Неправильно да. Как раз Сейчас участников как начнут хотя бы. Потому что там дальше уже у меня не получается снимать. Вот здесь. Так, это у нас Петр Жижев, нившерский участник, сейчас живет в Коткороще. Сейчас начнут косить. Все, поехали. Все. Вот такая горбуша, друзья.
Если получится побольше, расскажу потом, чуть-чуть попозже. Маша подойдет, да. Вот, принцип работы. Принцип работы вот такой. Наклоняешься и лупашишь, как говорится. О. Вот принцип работы косы горбуши. Я вам скажу, что трава в этот год тяжелая, высокая, успела перезреть, немножко полегшая, и горбуша справляется легко. Болеют там сзади. Будь здоров. Покажу Егора уже потом. Вот Егорка там. Скорее всего, вот на этой дорожке. Видите, покос. Шире литовки. Вот такие. هيقول لي اعمل ايه حكمني عليه لا 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 بينا عايشة ولا معرفة أقسم بالعشرة بلاش بالشفا أنا من دلوقتي ورايا مجنون بيك هفضل ولا منك روح إن شاء الله نروح البيت بنور ويا إن أنا استنى عليك لا 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 هفضل ورا منك ألف وأدور إن شاء الله نروح البيت يا حبيبي من يوم ما قابلتك وأنت في كوم والدنيا في كوم عمري اللي فاضي كان فاضي وفات وماليش قد أنا أي حدود. Потерял я Машу, где-то Маша была. А немножко кушать захотелось. Что, что ли? Нашла, нет. Маша-то где? Маша от тебя пошла искать, Сереж? Я у египетских был. Да? Пели они, да. Давай, пододвигайся сюда. А Вашку к чему нас? А Вася куда? За квасом. Вася за квасом пошел. Давай, Маша, привет, говори. Давай. Здравствуйте. Всем привет. Сейчас поближе подойду. Приглашай всех на шашлык. Так. Маша прихорашивается, Маша, да? Юрше вообще нравится, короче говоря. Короче, у меня сегодня потерялся микрофон, потерялся болт на камеру, крепление, все, ничего не могу снимать. Да. Короче, вот, смотрите, купили шашлыки. Маша. Есть шашлыки. Привет. Что мы?
Да, всем привет. Всем привет. У нас сегодня праздник такой. Какой? Какой? Звени коса. Очень много народу. А твоя коса звенит? Звенит моя, не звенит. Отзвенела? Всё отлично. Отзвенела коса у Маши. Да, народу много собралось. Ой, народу очень много. Да, иностранцы, Да. студенты иностранцы даже есть, будут выступать. Вот будет Сережа снимать. Я уже поснимал. И ты с нами. Да. Энсер. Да. Я туда и ходил, поснимал. Да. Они уже выступали иностранцы? Уже, да? Да. Ну вот, а мы пока здесь стояли. Надо выбирать или еду, или... Мы разделились, короче. Я смотрел иностранцев, Маша еду добывала. Стояла за шашлыком в очереди. Маша мамонта добывала. Вот. Это уже потом, я тоже посмотрел тогда по видео. Так, сидим друзьями. Вот такое мясо взяли, да? Дальше что там? Соус. Василий Яковлевич наливает... Что ты наливаешь? Квас? Это паренча. Паренча. И вот это коми-квас. Коми-квас. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, односельчане. Блин. Так. Валентина, я тоже вас поснимаю. Всем привет. Не знаю, как, правда, снимают, не вижу. Мясо как? Вкусное? Очень вкусно, нежное, да. Нежное, да. Ну, Ага. они умеют готовить. Прошлый год-то и очень приятно вкусное было. Ну, как всегда, я буду кушать-то. Кто меня будет кормить-то? Я. Ты вилку дала? Что-то я лишнюю вилку взяла. Да? Ой, паренчу я не буду. А вот мясо я буду. Ну-ка. Угу. Я салфетки тебе достала. Вкусно? Ну да, не беда. Не беда есть. Хлебушка немножко отломи тоже? Не, я без соуса, чисто мясо. Соус чисто. Так, чуть-чуть свое надо было. А этот соус как, Маша? Подкрепились, так сказать. А теперь снова буду прогуливаться. Немножко тоже, друзья, в кадре покажусь с косой, вот этой горбушей. Вот такая она. Я уже много раз так-то показывал. Она как серп такой. Это не литовка и ручка такая, вы видите? Короткая ручка, надо нагибаться, когда косишь. Вот. Ну, а как косить коса, я уже показал вам. Вот. Ну, нелегкий труд, так сказать. Мы сейчас яички улым, узкий вытяженный вид. Молодцы! Соника гамичанюма, кучина щели мы тащил, а вольной свечи сыны уман, кынынинам нимнан кыв, ковелы кыджаминам колы, мы келолы шонты смеет, мы сейчас яички олы, оскей быте шонты бит, ковелы кыджаминам колы, мы келолы шонты смеет, мы сейчас яички олы, оскей быте шонты бит. Молодцы! Продолжаем так же.
красива, я ніколи кус. Ягода рябины, горькая на вкус. Рябиновые кусы, рябиновая грусть. Я сорву ромашку, сяду погадаю. Ты скажи, ромашка, это я. Ты скажи, ромашка, любит ли Наташка, любит ли хорошая моя. Ты скажи, ромашка, любит ли Наташка, любит ли хорошая моя. Под окном широким, под окном высоким, вишня белоснежная цветет. Мимо этой вишни, прямо в эту хату, парень храбрый свататься идет. Мимо этой вишни, прямо в эту хату, парень храбрый свататься идет. Анна Петровна, немножко поснимаю. Вот она решила отдохнуть. Вот. Анна Петровна, где участвовали, значит? Звени коса. Одна косила, и в эстафете косила. Вот такой горбушей она косила. Это мужская горбуша. Это мужская горбуша? Это женская. Это женская. А какая разница? В чем разница? Смотри, разница. Одна маленькая, другая большая. В размере, да? Да. И еще участвовала вон в граблях, да? Да. Сгребала. Ну и как? Нормально. Во. Хорошо? Да. Во. Настроение как после этого участия, да? Да. Хорошее. А вот я сейчас спрошу вопрос. Скольких лет вот горбушей косили? Нет семьи, наверное. Есть семьи. Да. Вот и в деревне обычно так и делается. Мне вот дали, не буду обманывать, мать с отцом еще живы, они не дадут соврать. 6 лет я начал косить. Вот. Вот здесь, наверное, готовили идти. Да. А у нас нет. Но 7 лет это я тоже маленький. Это. Вот попробуйте в 7 лет отдать сейчас нынешнему ребенку эту косу. 17 лет сейчас нет. Вот. Анна Петровна вот немножко с нами поговорила. Вот такая боевая женщина. А теперь, друзья, немножко понаблюдаем за соревнованием трактористов. В этом году первый раз дополнили таким соревнованием этот праздник Звени коса, что вот трактористам дали такое задание вот из этих тюков небольшую пирамидку сложить. И кто первый как бы побыстрее это вот сложит, у того, значит, умение и мастерство побыстрее. Пошустрее. Вот этот трактор, который вот сейчас уже первый, он с нашего села, и тракторист нашего села. А на дальнем плане там трактор соседнего села, по-моему, точно не знаю, но что-то у него не складывается. Даже один тюк еще не унес, а наш уже вон второй тащит. Хоть бы не упал. Сейчас упадет. Нет, он профессионально так высоко не поднимает, потому что это нижний ряд еще ставит. Нормально так получается. Вот так. И уже за третьим тюком идет. А тут, по-моему, даже один тюк еще не взял. Что-то не наладилось у соперника. У нас соберет. Дергается. Смотрите, как установка дергается.
А от этого очень много зависит, уже дергается установка. Ничего так. А у нас уже все ставит уже сверху пирамидку такую. И все. И осталось на финишную, как говорится, водителя. Ну тут однозначно уже антиводитель, но все равно. Ну потом еще и будут время, там другие участники есть, будут время еще. Все, победитель есть первого этапа. Ну что, дорогие друзья, вот так протекает у нас праздник. Если честно, признаюсь вам от души, я сегодня сюда поехал просто отдохнуть. Маша не даст соврать, да ведь? Я говорю, мне просто охота, Маша уже сказал, что мне просто охота без камеры посидеть, посмотреть, послушать песни хорошие. Но как-то все равно уже привычка такая, и я вот взял. Отошли немножко, друзья, подальше от основного центра, эпицентра праздника, потому что там шумно. Звени коса лайт получится. Просто немножко моменты записал. Толком никак не мог заснять сегодня. Вот. Поленился, друзья, но все равно окунулся в праздник, так сказать. Маша рядом со мной. Выехали сегодня, приехали сваты. Все хорошо вообще. Музыка замечательно. Поели шашлыков, погуляли. Сейчас поедем домой. И тоже дальше будет веселое такое, приятное настроение. Зарядились вообще. Песня сзади какая? Вообще четко все, друзья. Вот так. Застыл сволокище, и м'яка моз жарат, та тегменом щелем віще, та теглуна свічки димат, коделики тяменем коле, ми колола шом те смет, ми щаси ешка олем, оска витя шом де пет, юші гушка кишка жбиргас, либо баршвачка збор, щала мне будика гыргас, бей найметше шудамот, коделики тяменем коле, ми колола шом те смет, ми щаси ешка олем, оска витя шом де пет. Нюма, кич нащалами дощів, вольний світ щасений уман, конині нам ніном кив, кодлики джаменом коле, ми кололи шом те смет, ми щаси ешке олем, оска витя шом де пет. Ну что, мы уже
обратно идем домой. Там невозможно закончить, там слишком громкая музыка, и мы уехали. Ну, праздник закончился, так сказать. Где-то у меня лицо сгорело, если честно. Красное, наверное. Идет по деревне, морда красная. Вот. И закончить видео мы решили отойти. Ну, по дорожке вот идем. Дальше вот смотрите, дорога какая. И там уже дом у нас близко. Вот, вдвоем прогуливаемся с Машей пока до дома, так сказать. Как ты? У тебя не лицо сгорело, Маша, у тебя шея сгорела. А у меня лицо красное получилось. Есть малина или нет? А вон малина, посмотри вон. Есть малина или нет? Есть? А, совсем не созретая еще. Ой, рано еще. А вон красная смородина, смотри, там видно внутри. Там все хорошо. Ну ладно, друзья, я буду здесь. Тут круг мне туда метров сколько? Метров 300 и обратно метров 300. Кружок надо сделать. Маша здесь прямиком. Ну, будем заканчивать, друзья, этот ролик такой. Ну, какой спонтанный такой получился, небольшой. Атмосферу праздника, так сказать. Все, всем пока. Приятно, что посмотрели. Не строго судите, потому что не очень хорошо я снял этот ролик, конечно, какой есть. Всем пока. Всем до свидания. Пока-пока. До новых встреч на нашем канале. До новых рассветов.